Электроэнергия для изолированного поселка в Тикси запустили ветропарк. Обновление авиапарка. Новый указ главы Якутии касается воздушного сообщения внутри региона. Новинка фестиваля. Жители Мирного, Удачного и Айхала пристрастились к брейк-дансу. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. Старт дан. Арктическая ветровая электростанция в Тикси начала свою работу. Запуск прошел в режиме видеоконференции. В нем приняли участие глава республики Айсен Николаев, генеральный консул Японии в городе Хабаровск Масанори Фукусима, председатель правления генеральный директор Русгидро Николай Шульгинов, исполнительный директор компании НЕДА Такаси Амога, вице-президент компании Камай Хайтек Эми Камай. Сразу после запуска подписали соглашение о реализации проекта строительства ветродительного комплекса в поселке. Отметим, что ветроустановки не имеют аналогов в мире. Данный комплекс позволит повысить надежность энергосбережения Тикси и снизить его зависимость от дорогостоящего привозного топлива. Если этот проект окажется успешным, то его будут внедрять и в других арктических территориях республики. Конечно же, этот проект должен быть поддержан со стороны государства. Еще раз говорю, мы очень надеемся, что вот эксплуатация этого ветрового парка, в последующем уже вместе с комбинацией с дизельной энергетикой, она даст хорошие, успешные результаты, и проект может быть уже дальше масштабирован в масштабах уже всей Арктики нашей страны. Еще одним острым вопросом для арктических территорий являются цены. И цены стали в 2 раза дешевле, а ассортимент продуктов стал больше в Анабарском районе. Так говорят жители. Это связано с тем, что полномочия по обеспечению социально значимыми товарами местные власти взяли в свое ведение. Оператором по завозу стало унитарное предприятие имени Николая Андросова. Продовольственные товары завозят железнодорожным транспортом из Алтайского края, а также самолетом и машинами из Якутска. В этом году наземным транспортом доставили 160 тонн товаров и 18 тонн свежих продуктов авиарейсами. Ну а цены на продукты формируются в соответствии с торговой надбавкой Госкомцен региона. Например, килограмм муки стоит 35 рублей 70 копеек, а килограмм сахара 57 рублей 30 копеек. Для реализации пилотного проекта местному оператору выделили 30% господдержку, а администрация района выдает льготный займ и содействует аренде торговой точки. Имеется муниципальная поддержка. А также мы произвели в соответствии с нашими положениями по субсидированию некоторых транспортных расходов. Это помогло сформировать реализацию розничных товаров по низким ценам. Если бюджет муниципального образования может себе это позволить, то мы открыты к любому диалогу с любым муниципальным образованием, чтобы по низким ценам при государственной поддержке и муниципальной поддержке были сформированы более низкие цены для жителей северных и арктических районов. А на Нерюнгринской птицефабрике запустили новую котельную. Скажется ли на цене продукции переход на автономное теплоснабжение и что еще он даст предприятию, выясняли наши коллеги. Доставшаяся в наследство акционерному обществу Сайсары не в лучшем виде, Нерюнгринская птицефабрика претерпевает ряд изменений, связанных прежде всего с модернизацией. Одним из значимых нововведений является построенная в кратчайшие сроки современная автоматизированная котельная. Стоит отметить, что финансирование данного объекта велось исключительно на средства предприятия. Она даст нам достаточно большую экономию финансовых средств, которые мы раньше оплачивали, когда мы покупали тепло со стороны, получается. И самое главное, да, вот эта экономия у нас приведет к тому, что эти деньги мы дальше пустим эти деньги дальше на развитие производства. Себестоимость, соответственно, курицы у нас, продукция, как говорится, упадет. И самое главное, да, вот это экономные деньги у нас пойдут на увеличение зарплаты наших работников. Останавливаться на достигнутом предприятие не собирается. На следующий год запланирована постройка холодильного хозяйства, что в будущем даст значительную экономию, так как на сегодняшний день приходится использовать арендованные холодильные хранилища, на которые в течение этого года было потрачено около 14 миллионов рублей. Наряду с вышеперечисленным Нерюнгринская птицефабрика намерена увеличить и объемы выпускаемой продукции. Перспективы развития производства, да, вот этого бродильного производства и вот яичного производства тут огромные, тут
фактически получается у нас вчера первый контракт мы заключили за пределы республики на 100 тонн. Деньги уже поступили, мы начинаем с вчерашнего дня отгружать уже в Новосибирскую область. С напутственной речью на открытии котельной выступили представители администрации района и контролирующего органа. Был проведен национальный обряд Алгыс, после чего состоялась экскурсия по вводимому объекту. Сергей Козюра, Нерюнгри. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об инновационном и цифровом развитии республики. Все цели и задачи на ближайшие 5 лет собраны в одном стратегическом документе. К 2024 году у всего населения появится доступ к интернету. В районах республики откроют 17 IT-центров. Должны быть созданы не менее 4 лабораторий по изучению и внедрению сквозных технологий. У школьников же всей республики появится возможность освоения навыков использования цифровых технологий, программирования и работы с данными. А предоставление госуслуг в цифровом виде станет приоритетным. Другой указ Айсена Николаева, подписанный несколькими днями ранее, направлен на социально-экономическое развитие региона. Один из его ключевых пунктов является обновление парка воздушных судов для внутрирегиональных перевозок. По словам генерального директора авиакомпании «Якутия» Владимира Горбунова, на данный момент очень актуальны вопросы замены парка самолетов Ан-24 на более современные типы воздушных судов. Также сейчас обсуждаются перспективы обновления парка за счет современных самолетов Ил-114. В связи с этим на базе Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики пройдет научно-практическая конференция с участием представителей авиационного комплекса имени Илюшина. Роспотребнадзор напомнил жителям страны в преддверии новогодних распродаж, что любой товар, приобретенный по акции, подлежит обмену и возврату в том же порядке, что и обычный товар, сообщается на сайте ведомства. В частности, если непродовольственный товар ненадлежащего качества не подошел потребителю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, то в соответствии с законом о защите прав потребителей покупатель имеет право на обмен в течение 14 дней, не считая дня покупки. В сообщении добавляется, что если покупатель в приобретенном товаре обнаружит недостаток, то по закону он имеет право потребовать замены на товар этой же марки, уменьшения покупной цены, замены на товар другой марки с перерасчетом цены, устранения недостатков или возврата денег. 3 некоммерческие организации Мернинского района получили президентские гранты. Победителями стали благотворительный фонд «Выбор» с проектом создания условий для реабилитации и абилитации детей-инвалидов по месту их жительства. Конно-спортивный клуб «Аирт». Его проект предполагает социализацию детей с диагнозом ДЦП и аутизм. И третий получатель президентского гранта – приют для бездомных животных «Верный друг» из поселка Айхал. Создатели занимаются снижением численности бездомных животных гуманным способом. Всего победителями второго грантового конкурса стали более 2000 некоммерческих организаций. Сумма распределенных средств превысила 4,5 миллиарда рублей. Ансамбль «Виртуозы Якутии» отыграл на сцене Русского театра в Якутске концерт «Осенняя рапсодия». Наименование концерта никак не связано с богемной рапсодией и означает проводы предшествующей зиме времени года. Концерт приурочен к 70-летию художественного руководителя ансамбля Станислава Афанасенко, а также 25-летию Высшей школы музыки. За 25 лет более 2000 концертов на 28 площадках Америки, Европы и Азии, 7 международных конкурсов, более 90 музыкальных произведений в репертуаре и государственный статус. В программе концертной программы «Виртуозы Якутии» Вивальди, Бах, Шуберт и другие великие композиторы классической музыки. Виртуоза – это значит виртуозная музыка в основном, то есть безграничный технический багаж исполняемых произведений, чтобы у нас нету в мире то, чтобы мы не исполнили виртуозной музыки для скрипки. Но это абсолютно не исключает, что у нас разные жанры, разного характера музыка, и адажи, и певучие, и арии. Это все в нашем багаже. Золото открытого турнира по хоккею с шайбой Кубок мэра Нерюнгри завоевала сборная Нерюнгринской ГРЭС. Турнир, в котором принимали участие 3 сильнейшие команды района, проходил по круговой системе. Энергетики вышли победителями, обыграв всех соперников в основное время. Вторые и третьи места Кубка мэра Нерюнгри завоевали команды «Шахтер» и «Мечел».
Танцевальное настроение Алмазного края. Удачницы, айхальцы и мирницы танцевали рок-н-ролл, буги-вуги и брейкданс. Но с брейкдансом в рамках фестиваля они познакомились впервые. Как оказалось, уличный танец, получивший свою популярность в 60-х годах, интересует мирнинских танцоров не первый год. Элементы брейкданса выучила и Марфа Яковлева. Как обычно, мастер-класс начинается со знакомства. Ребята показывают гостям, на что они способны. И сам звездный десант испытывает танцевальный паркет Дворца культуры «Алмаз». Среди танцоров и маленький Марк. Это его первые шаги в брейк-дансе. Тебе было не сложно? Сложно было. На мастер-классах в Удачном, Айхале и Мирном ребята разных возрастов. Возможность танцевать с мировыми звездами брейкданса у них появилась благодаря фестивалю настроения, который Алроса проводит уже во второй раз. Мы их первый раз видим, особо рассмотреть еще не можем, но видно, что ребята хотят заниматься, и это самое главное. В этот день каждый пришел за своим. Кто-то оттачивал навыки, а кто-то пришел попробовать станцевать с нуля. Например, мы. Сегодня в зале только мальчики, но, как говорят гости фестиваля, брейк-данс для всех. Сейчас я попробую выполнить один элемент, а поможет мне Сергей. Итак, мы выучим движение, которое называется сальса-рок, сайд-ту-сайд. Что нам для этого потребуется? Научиться делать удар. Раз, 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 раз. Смена ног. Пам, 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 пам. И шаги. Вот. Вот. А теперь соединяем все это вместе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, шесть, Супер! Уличный танец, зародившийся когда-то на улицах Нью-Йорка, уже давно стал интересен и мирнинцам. Почти каждый в этом зале увлекается им не первый год. Мастер-класс мне нравится. Это фестиваля довольно давно жду. Все круто. Очень хорошо. Для себя 3-4 движения новые открыл. Буду из них всякие связки делать. И много всего нового. Финалом танцевального этапа фестиваля настроения стали чемпионат и первенство республики по акробатическому рок-н-роллу, а также концертная программа от гостей фестиваля. Увидеть самые яркие моменты этого вечера вы сможете 18 и 25 ноября на телеканале «Алмазный край». Марфа Яковлева, Антон Каханский, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». У меня к этой минуте все новости. Оставайтесь с нами.